Здравствуйте. Я Исмайлова Мадина Абдихазиевна, учитель русского языка и литературы средней школы имени Абдрахмана Айтиева Жамбылского района Жамбылской области. Представляю дистанционный урок по русскому языку и литературе в 7 классе. Тема раздела «День Победы. Почему мы должны помнить?». Тема урока Александр Альфредович Бек. Повесть «Волоколамское шоссе». Цели урока. Обучающиеся смогут определять основную мысль текста, опираясь на содержание текста, формулировать проблемные вопросы по тексту, отвечать на вопросы, приводя аргументы, а также использовать глаголы совершенного и несовершенного вида в условном, изъявительном и повелительном наклонениях. Ребята, прочитайте ключевые слова и словосочетания нашего урока. Великая Отечественная война. Бауыржан Момышұлы. Национальный герой. Военная операция. 28 панфиловцев. Скажите, ребята, о чем говорят эти словосочетания? Как вы думаете, о ком пойдет речь на уроке? Я думаю, все вы согласны, речь пойдет о нашем легендарном герое Бауыржане Момышұлы. Нет ни одного человека в Казахстане, кто бы не знал его имени. Наш урок мы начнем со знакомства с биографией и творчеством писателя Александра Альфредовича Бека. Александр Альфредович Бек родился в Саратове в семье военного врача. В годы Великой Отечественной войны Бек стал фронтовым корреспондентом. В 1942 году написал повесть «Волоколамское шоссе», которая принесла ему широкую известность. В повести рассказывается о подвиге героев-панфиловцев, погибших в бою с фашистами под Москвой. Героем-повествователем писатель сделал реальное историческое лицо панфиловца, командира батальона Бауыржана Момышұлы. Александр Альфредович Бек создал эту книгу по его рассказам и воспоминаниям. Волоколамское шоссе Александра Бека переведено на многие языки мира и получила широкую известность у нас и за рубежом. Эта книга стремительная и простая, одно из самых больших произведений во всей литературе, порожденной Второй мировой войной. 4 объединенных в тетралогию повести, трагическая хроника, эпопея битвы под Москвой. Ребята, а сейчас откройте ссылку и послушайте аудиозапись первой части повести «Человек, у которого нет фамилии». Прослушав текст, обратитесь к карточке информатору. Здесь даны слова и толкование слов. Клещи. Военная операция. Захват врага с обеих сторон. Странная нотка. Необычный тон. Нотка раздражения. Тон недовольства. Тяп-да-ляп. Быстрая и небрежная работа. Из моренного дуба. Из дуба, обработанного морилкой. Морилка – это жидкость для обработки дерева. Следующее задание. На странице 231 выполните упражнение 437. Ответьте на тонкие вопросы. Первый вопрос. О какой битве хотел писать Александр Бек? В каком году произошла эта великая двухмесячная битва? Кем был Бауыржан Момышұлы? Какая дивизия
закрыла подступы к Волоколамскому шоссе? Ответы запишите в тетради. При ответах на толстые вопросы используйте глаголы совершенного и несовершенного вида. Первый вопрос. Почему 316-я стрелковая дивизия ныне известна как 8-я гвардейская дивизия имени генерал-майора Панфилова? Второй вопрос. Объясните, почему свои блестящие черные волосы Бауржан называл лошадиными? Третий вопрос. Почему Бауржан Момушулы сказал писателю, что у него нет фамилии? Верно ли, что Бауржан Момушулы просил писателя называть его по-казахски? О чем говорит этот факт? Ответы можете записать в тетрадь. Следующее задание. Прочитайте второй отрывок второй части повести «Страх». Выполните упражнение 438. Ответьте на вопрос, почему писатель так ее назвал. Дайте развернутые ответы на толстые вопросы. Глаголы какого наклонения вы использовали при ответах? Первый вопрос. Почему Момушулы считает, что предложенное начало повести могут написать ефрейторы литературы? Второй вопрос. Объясните, почему Момушулы использует выражение «генерал Страх». Третий вопрос. Почему окруженцев, то есть солдат, вырвавшихся из окружения, писатель называет скитальцами в солдатских шинелях, пришельцами? Как вы считаете, с какой целью Момушулы навел ствол на зеркало реки и нажал? Мы с вами, ребята, прослушали первый текст, прочитали второй текст. А теперь задание на закрепление изученного материала. Составьте простой план каждой части повести. Подготовьте пересказ. А сейчас, ребята, запишите домашнее задание. Составьте синкви на тему Бауржан Момушулы. Наш урок подходит к концу. Давайте подведем итоги. Что нового вы узнали? С творчеством какого писателя вы познакомились? Какой подвиг совершили наши соотечественники? Какие признаки глагола вы повторили? И дайте обратную связь. Понравился ли вам урок? Благодарю за внимание.